Дорогие друзья, хочу вас спросить, вот с чем у вас ассоциируется слово «весна»? Есть варианты какие-то? Весна. С чем ассоциируется? Тепло. Еще? Солнце. Цветы. Любовь. У меня тоже. Да. Наташа, а тебе что представляется, когда ты слышишь это слово «весна»? Ну, мне представляется зеленый луг, рядом лес, в лесу пасека, на которой трудятся пчелки. И представляется мне это не зря, потому что следующая наша артистка — это певица Наталья Дзыга с песней «Муж утен гур». Встречайте, пожалуйста. Добрый вечер, здравствуйте. Сейчас оркестр заиграет. Ну, конечно же, весною снег тает. И ульи надо приводить в порядок. Заговорим наших пчел, чтоб приносили много меда. Но розок дун попоет, шакерно такер вирози чашкавый лын. Прилетайте, пчелы, к нам с добром, приносите много меда. Бзз. Бзз. Ну а на этой сцене вновь Наталья Дзыга. Ваши аплодисменты. История удмуртского народа немыслима без удмуртских мифов и легенд. Вы со мной согласны? Легенда о Грезе. Давным-давно, в стародавние времена, жила-была ель. Старая мудрая ель, мудор кыс. Она макушкой подпирала небо, в ее ветвях отдыхало солнце, из-под ее корней пробивался робкий родник, дающий начало могучей белой камме.
Из дальних мест приходили люди, чтобы поклониться ей. Годергене бенамеда, Годвера ломбенамеда, Годергене бенамеда, Годвера ломбенамеда. Но однажды мачеха солнца, сумасшедшая молния, опалила огнем Мудоркыс, и ель умерла. Эхбен, шуишконо, гене вералом. Эхбен, шуишконо, и пришел человек, и изготовил из опаленной ели гусли, и назвал их Быджим Крещ. И когда играли эти гусли, солнце приближалось к земле. Когда звучала мелодия поиска небесной росы Инву-Чангур, небо плакало дождем. Гор, 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 карам пешу, вечком пешу, вешу, 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 ведук. Таубаджим. Спасибо большое.